Раньше казахи очень большое значение придавали одежде. Одежда должна была быть целая, не дырявая, без дырок. И даже если где-то она изнашивалась, ее старались хотя бы заплатками закрыть, зашить. И считалось плохим тоном носить дырявую одежду. То, что наши предки хранили в целости одежду, наверное, не зря. Мы кочевали, но кочевали в определенное время года. Дело в том, что с зимовья на летник, с летника на зимовье перекочевывали. Это у каждого рода, у каждого племени были определенные пастбища, определенные зимовья. Казахи не зарились на чужую территорию. Мы же использовали лошадей. Правильно? Для передвижения тогда не было машин, самолетов, поездов и так далее. Мы использовали лошадей. И еще дело в том, что я заметила, когда родила младшего ребенка, мне уже некогда было гладить, выглаживать белье. И я стала просто сушить на солнце и пеленать его. Вы знаете, может быть, кому-то это пригодится. Вот то, что я сейчас скажу. Когда я гладила старшему сыну пеленки, заворачивала в глаженные пеленки, всегда стелила, одевала его в глаженную одежду, он очень медленно набирал вес. Он был плаксивый, болезненный. А когда родился младший сын, мне уже было некогда. Мы строили дом, у нас был огород, и между ними маленький промежуток, всего лишь год. Мне приходилось сушить на солнце и стелить, заворачивать его в пеленки, одевать его в одежду, просто высушенное на солнце. Если бы вы знали, какая разница, я это вот сейчас, не нравится мне, конечно, это слово лайфхак, но для будущих мамочек, для молодых мамочек, для тех, кто, возможно, растит внуков, попробуйте. В солнце еще есть ультрафиолет, Да, который он убивает патогенные, ну, какие-то бактерии. бактерии. То, что даже горячим утюгом и кипячением не убьешь, а он убивает. Анна, спасибо большое, спасибо зрителям. Если будут вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, я буду рада ответить. Вам тоже большое спасибо, что вы встретились со мной, рассказали о казахских традициях. Мне очень интересно. Я хочу поисследовать казахские традиции, мне это очень-очень интересно.